корпорация. Уважаемый Марат Таскерович, уважаемые депутаты, я хочу выразить, во-первых, благодарность инициаторам законопроекта Наталье Владимировне и остальным инициаторам. Это действительно очень хороший законопроект. И очень, я думаю, что вносит большой вклад в развитие вообще рынка телерадиовещания в нашей стране. Я хотел бы в основном остановиться в 3 статьях. Первая, которая всех нас волнует, это 32 статья, это вопрос рекламы. Я немножко проясню, почему важно вот эту статью принять и в каком его виде следует принять. Рекламный рынок на сегодняшний день у нас варьируется, телевизионный, телерадио рынок, он варьируется от 8 до 10 миллионов долларов. С момента независимости до настоящего времени рынок этот с самого пика достигал только 12 миллионов долларов. Большего пика он никогда не достигал. Это максимальный пик. То есть вот это 12 миллионов долларов, а на сегодняшний день реально за прошлый год рынок мы оцениваем вокруг около 9 миллионов долларов. Потому что он падает по разным причинам. 9 миллионов долларов – это то, на что претендуют все телерадиоорганизации в нашей стране. Он падает, во-первых, из-за кризиса, вы знаете, что на сегодняшний день кризисный момент. И во-вторых, он падает из-за того, что развивается онлайн-вещание, интернет, и реклама переходит постепенно туда. Поэтому в ближайшее время этот рынок не будет увеличиваться. Соответственно, все телерадиокомпании борются за этот рынок. За прошлый год Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики заработала примерно чуть больше 100 миллионов сомов рекламы. Она варьируется из-за того, что немножко больше и немножко меньше из-за политической ситуации. Если, допустим, есть выборы в парламент, выборы в президенты, выборы в местные кенеши, то этот рынок немножко увеличивается, и заработок КТРК становится где-то 120 миллионов сомов. Итого где-то варьируется от 1 миллиона 300 до 1,5 миллионов долларов. Это доля КТРК. То есть из этих 9 миллионов забирает КТРК. Что делает КТРК? Например, на примере КТРК. Мы производим 152 часа ежедневной продукции. 152 часа собственной продукции. Над этим работает чуть больше 1000 человек. Допустим, есть такие телеканалы, как ТНТ Азия. Нужно открыто это все вещи говорить, потому что все это проговаривается. В котором работает, наверное, 10-15 человек и зарабатывает примерно столько же сумму рекламы, как и КТРК из этого рынка. Это справедливые условия? Это абсолютно несправедливые условия, потому что они производят 0 продукции. КТРК производит 152 часа, а они производят 0 продукции, потому что просто сидят на ретрансляции. И есть такие подобные другие каналы тоже. Работают 5-6 человек, производят 0 продукции, зарабатывают столько же, сколько зарабатывает 1000 человек. Это абсолютно несправедливые условия. И поэтому этот законопроект нужно было принимать раньше. Потому что эта ситуация, она губит наш рынок в целом, который очень существенно влияет на развитие телерадиоорганизаций. И мы каждый год теряем большие деньги, и эта доля будет уходить. Соответственно, вот эти телеканалы, такие как большие телеканалы, как КТРК, мы не будем заинтересованы производить собственной продукции 152 часа. Мы вынуждены будем уменьшать. И, соответственно, в целом это повлияет на телеиндустрию в нашей стране. Единственное, по 32 статье, Наталья Владимировна, я хотел бы обратить внимание на следующий момент. Здесь говорится о том, что телерадиоорганизации вправе размещать рекламу в своих программах и передачах. И здесь говорится о том, что запрещается реклама в иностранных телеканалах, а также телеканалах, ретранслирующих на территории Кыргызской Республики телевизионную продукцию иностранных телеканалов. Я попросил бы немножко дополнить это, потому что, смотрите, вот на сегодняшний день иностранные телеканалы, под это определение подходят только 2 организации. Это РТР и Первый канал российский ОРТ. Больше другие
каналы на иностранные телеканалы не относятся вообще, потому что под иностранным телеканалом мы имеем в виду те телерадиоорганизации, которые зарегистрированы как субъекты права в других государствах, не в нашей стране. А все остальные каналы, они зарегистрированы в нашей стране, они являются нашими субъектами права, и они делают не просто ретрансляцию, Наталья Владимировна, они пакетируют, то есть вот они чистую ретрансляцию не делают. Допустим, ТНТ Азия, она чисто просто не берет ТНТ и ретранслирует. Она берет ту продукцию, которая нравится в ТНТ Азия российском, берет его и пакетирует, то есть строит программу, целую программу для нашего потребителя. Пакетирование, формирование контента, он немножко другое совсем. И под это не подходит. Если мы в закон в таком порядке примем, то эти телерадиоорганизации просто от этого уйдут. Обратно же он не подпадет под это. И поэтому я хотел бы, чтобы, вот если бы добавили сюда слово ретранслирующих, там, я не знаю, в скобках пакетирующих, формирующих контент на территории Кыргызской республики, то это будет правильнее. Тогда уже будет одно, и также дополнить, просто вот сказать, чтобы запрещается реклама на иностранных телеканалах, на этих каналах, а также на тех телеканалах, которые не соблюдают статью 8. Просто указать статью 8. Мы за то, чтобы был справедливый рынок, чтобы была справедливая конкуренция, чтобы все телерадиоорганизации справедливо конкурировали. Но относительно статьи 8, Наталья Владимировна, уважаемые депутаты, здесь такой момент есть. Вот эта статья 8, она-то была принята уже давно. И когда она принималась, очень много телерадиоорганизаций, наши коллеги говорили: уважаемые депутаты, мы не сможем сразу перейти на то, чтобы выполнить условия статьи 8. Кроме КТРК, никто практически не может, мы тогда говорили. Давайте сделаем поэтапно. Мы просили, чтобы сделали поэтапно. Но не послушали, приняли в таком объеме. Кто сегодня выполняет? Никто сегодня не выполняет, кроме КТРК и, возможно, ЛТР. Никто не выполняет. Если мы в таком порядке обратно же эту статью 8 примем, да, она немножко расширена, немножко добавлена, исправлена, также будет завтра, никто его не будет выполнять, потому что у них нет ресурсов, возможностей, и этот закон останется невыполнимым, даже в том случае, когда мы придумаем механизм его реализации. Если даже мы придумаем механизм реализации в виде надзорных органов, они не смогут, они придут, тогда должно будет предупреждение сделать 90% тех телерадиоорганизаций, которые на сегодняшний день работают. Они должны будут либо вынуждены закрыться, либо находить денежные средства. Денежные средства они не найдут. Тогда поднимется шум, тогда будет дискуссия, тогда будут люди возмущаться, и вопрос свободы слова станет. И обратно же потом этот вопрос мы оставим до лучших времен. И вот этот закон обратно останется невыполнимым. Вот было бы хорошо, если бы мы сделали таким образом. Вот механизм мы разработали и сделали поэтапно. И сказали бы, с 2007 года, 2018 года 10%, с 2019 года 20%. Если мы такую возможность дадим, то для телерадиоорганизации будет стимул к тому, чтобы они работали и нарабатывали по языку и по собственной продукции. И последний момент, я хотел бы также попросить обратить внимание на статью 27. Уважаемые депутаты, здесь говорится по статье 27, это разрешение на право использования программ либо передач для других телеорганизаций. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, давайте будем мы также честными. Сегодня на территории Кыргызской республики работает 43 канала. Вы, наверное, заметили, если вот у вас кабельное телевидение есть, то 43 местных канала, как минимум. 43 местных канала. И из них 90%, они качают 100% пиратскую продукцию. 100% пиратскую продукцию. И что происходит? Допустим, эти каналы есть. Вот местный канал, человек идет, регистрирует телерадиоорганизацию и начинает пиратскую телесериалы крутить. Телесериалы все время крутит и крутит и крутит. Он просто берет с интернета, скачивает с других ресурсов, и он крутит. Люди начинают этот телеканал смотреть. Он не производит также 0 продукции. Он работает только на пиратском продукции.
И получается, туда идет рекламодатель. С этого маленького куска пирога, который 9 миллионов, она уходит, начинает уходить туда. И такие каналы на сегодняшний день есть. Давайте мы вот будем честными и давайте сделаем таким образом. Вот если мы статью 32, давайте, но если раз телерадиоорганизация не уважает законы, он в нарушении законов крутит пиратскую продукцию 100% и на этом хочет зарабатывать деньги, давайте тогда так сделаем. Пусть он не уважает дальше закон, крутит пиратскую продукцию, но в статье 32 мы сделаем запрет на то, чтобы также был запрет на рекламу тех средствах массовой информации, которые крутят пиратскую продукцию. Давайте там не будем крутить пиратскую продукцию. И вот на статью 27 добавим разрешение на право использования программ, либо передач других не телерадиоорганизаций, а телерадиоорганизаций и других организаций, готовящих медиаконтент для телерадиоорганизаций. Тогда мы получим таким образом. Вот смотрите, допустим, есть канал «Баластан». Уважаемые коллеги, это наш канал, наш КТРК канал. Его смотрят по всей стране. Он был открыт еще до меня, его открыли. Я признаюсь, 95% это пиратская продукция, потому что в Кыргызстане не производятся мультфильмы или детские продукции. КТРК производит, и мы производим 5, 7, 8% детской продукции. Мы больше не можем производить. Остальное нам приходится где-то что-то покупать, но большую часть пиратствовать. Но если я так делаю, ну давайте тогда там запретим рекламу. Сегодня стоит вопрос, почему тогда мы не закроем Баластан? Но Баластан закрыть это не решение проблемы. Мы закроем Баластан, а люди вот в регионах, которые сидят на цифровом пакете, дети, они вообще тогда мультфильмы не будут смотреть. У нас реальная ситуация, Марат Аскерович, вот такая. Давайте тогда и пиратством тоже будем бороться, и тем телерадиоорганизациям недобросовестным, которые крутят пиратскую продукцию, давайте им запретим рекламу, чтобы у них вообще рекламы не было. Ты либо крути пиратскую продукцию, либо давайте здесь конкурируй на честном рынке. Вот эти 3 статьи я прошу обратить внимание и немножко подкорректировать. В целом законопроект мы поддерживаем, я говорю от имени Общественной телевещательной корпорации Кыргызской Республики и выражаю огромную благодарность инициаторам этого законопроекта. Спасибо большое. Спасибо большое. Я попрошу вас и остальных, у кого предложение есть, хорошо будет, если вы в письменном виде дадите вот сейчас секретариат. Хорошо? Пожалуйста, представьтесь, потом вы, Евгений. Бикая Мусенова,